Это сейчас кот-бегемот играет с гостями. Однако в доме у Муриевых он появился, чтобы спасти жильцов от нашествия крыс. Здесь такие крысы были. Вот сюда поближе посмотрите, вот здесь. Даже вот смотрите, какие дырки. А с туалета вообще там все. Завели кошку. Завели кошку. Сюда со сложностями добирается скорая помощь и не едет такси. Дом по улице Керменистов 6А построен в 50-е годы прошлого столетия, как временное жилье для рабочих промышленных предприятий. Сегодня находиться здесь опасно для жизни. Трогать ничего нельзя уже. Я даже думаю, чтобы соседка со второго этажа Не упала. не оказалась у меня в кухне. В таких условиях семья Муриевых существовала до последнего времени. Теперь же они обживают новый дом. Квартиру площадью 45 квадратов вместо аварийных 43. Сергей и Эмма получили в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Вместе с Сергеем Муриевым еще 134 владикавказские семьи готовятся к переезду. Расселены 14 аварийных домов. Переселено порядка 400 семей. Вот сегодня вы сами видите, что мы переселяем очередных жителей из аварийного жилищного фонда. Это 135 семей вновь построенные квартиры по 8 марта 22 и по Керменистов 16А. Новые квартиры полностью обустроены. Здесь есть санузлы, кухонная мойка, плита для приготовления пищи, котел индивидуального отопления. Все сделано по современным стандартам. Остается лишь завести мебель и личные вещи и приглашать гостей. Отсутствие отопления, газа, водопровода, залатанные дыры и обваливающийся потолок. В таком доме Асламбек Гутиев проживал вместе со своими сыновьями. В 93-м, приехав с Казахстана, его семья пристанище нашла в бараках на окраине Ардона. Вот здесь у нас вот это есть, вот так и все. И вот здесь руки моем после этого обряда. Вот здесь. Вот. Это как называется летний душ. По программе переселения участвовало несколько аварийных домов. Общая их площадь составляет 3003 квадратных метра. Это должны были расселить до 2014 года. На данный момент дом сдан в эксплуатацию. Второй дом также оформляется. И некоторые семьи уже переселены. На 2014 год то, что задача стояла, она практически уже выполнена. Остается заявка, которая действует до конца 2015 года. Необходимо расселить также 2 многоквартирных аварийных дома. Под них уже строительство тоже ведется. 3200 квадратных метров жилья, 2 многоквартирных дома для 72 семей переселенцев построено в Ардоне. Строительство проходит по всем современным нормам. Облагорожены подъезды к домам, установлено освещение, пандусы, детские площадки, парковочные места. Квартиры сделаны на совесть и готовы принять жильцов. Все готово на высшем уровне, без всякого. И я же еще раз говорю, что это как спал и проснулся, и тебе вот на Новый год подарок. Что еще надо? Все готово, все они постарались, строителям огромное спасибо. На сегодняшний день программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда 2013-2014 годов выполнена в полном объеме. Общая стоимость программы 437 миллионов рублей. Построено и введено в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. В результате данных мер из 39 аварийных домов переселено 1058 человек. И на 15 тысяч непригодного жилья в республике стало меньше. Сейчас у нас реализовывается на нашей территории, в Республике Северная Осетия, 2 программы. Это программа по этапу 2014-2015 года, да, и программа по этапу 2015-2016 года. Министр перед подрядчиками ставит однозначную такую задачу, чтобы вот эта программа тоже, которая 2015-2016 года, чтобы она была реализована именно в 2015 году. Северная Осетия, первая из субъектов Российской Федерации, подготовила заявку на получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2015-2016 года. Республика рассчитывает получить из федерального бюджета 179 миллионов рублей. К этой сумме местные власти планируют добавить еще 98 миллионов.
Строить новое жилье для переселенцев будут во Владикавказе, Моздокском, Правобережном и пригородном районах. В сентябре прошлого года глава республики Таймураз Мамсуров и председатель наблюдательного совета Государственной корпорации Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин на улице Астана Кисаева заложили капсулу, фундамент нового 120-квартирного дома, строящегося по данной программе. Команда Александра Цорева работает без выходных и промедлений. Осенью дом должен быть сдан, строительство которого станет завершающим этапом программы на 2015 год. Все сделано по последним технологии. Потом здесь будет индивидуальное отопление полностью на каждую квартиру. Будет стоять котел, не центральное, не централизованное отопление будет, а индивидуальное. И отделка полностью будет. Просто заходи и живи. Площади квартир от 37 до 68 квадратных метров. По планам Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства первые поступления в республику запланированы на начало следующего года. Новые квартиры должны получить 1127 человек. Добрый день, Георгий Казбекович. Мы находимся на свежеотремонтированной дороге, и строительство этого объекта проходило в 2014 году. Скажите, какие еще объекты были завершены в 2014 году? Здравствуйте. Сегодняшний день доказательство тому, что для всех такой праздник, то что построили дорогу, отремонтировали основной участок. Основной, я его называю, потому что у нас Владикавказ, Ардон-Чекалалийский Н2, называется это главная дорога, артерия нашей республики. Вот сейчас мы находимся на одном отрезке, это Дигара-Ардон. Основная задача стояла в 2014 году привести в порядок вот эту магистраль основную республиканскую, потому что она соединяет, практически идет по центральной части республики и соединяет в основном все районы между собой. То, что касается данного участка, проект был предусмотрен на 2014-2015 год. Торги мы разыграли в июне 2014 года, определился подрядчик. Программа была утверждена постановлением правительства на 2 года, но были достигнуты договоренности, подрядчик отремонтировал его на опережение графика в 2 раза. Также частично за счет содержания мы привели эту дорожную сеть в порядок. Это и ямочный ремонт, и дорожная разметка, и силовое ограждение, освещение. На 2015 год запланировано ремонт от Хазнидона до Лискена. Это уже завершение этого участка. То, что касается автомобильной дороги Владикавказ, Лискен, Чекала-2. Это, я повторю, главная сеть республики. Помимо этого, в 2014 году мы завершили, можно сказать, его как первый этап, 10-километровый участок дороги на Мамисон, 2 слоя асфальтового покрытия. Остальные 8, там мосты, искусственные сооружения, подпорки, все уже есть, дорожное полотно. То, что касается субсидий, они были выделены еще в том году на реконструкцию дороги от Чикалы до Мацуты, это Комарт. Там тоже у нас объект переходящий на этот год. 70% в том году мы уже освоили. Там тоже 2 слоя асфальтового покрытия, процентов на 80 уже сделали. Это около 30 километров дороги. В этом году надо еще построить Калужский мост. Где-то к концу лета эту дорогу тоже будем вводить уже в эксплуатацию. В Моздокском районе построили. Вот что касается Моздока. Моздок — это одна из старых проблем. Население волнует, будет ли построена дорога до Моздока, проходящая по республике. Было обращение к руководству страны на имя председателя правительства. Там без субсидий федерального центра республика не в состоянии вытянуть этот проект. Там больше, наверное, миллиарда затраты, так вот предварительные. Устная договоренность есть, что проектно-сметная документация составляется за счет комитета дорожного хозяйства, а о выделении субсидий все пока в работе. Но такая задача есть. В прошлом году выезжали, и с главой Моздокского района мы обращались к министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Кабардино-Балкария, потому что сейчас всем известно, что дорога, часть маршрута проходит по их территории, и по нашей просьбе они включили отрезок участка в реконструкцию. В прошлом году уже начали его ремонтировать, и
очень надеемся, что в 2015 году программа реализуется. Вступив в должность, вы сменили подход к распределению денежных средств. Вот сейчас, спустя почти год, скажите, насколько оправдала себя эта мера? Естественно, мы все прекрасно понимаем, дорожная сеть республики – это около 5000 километров. Все вместе отремонтировать и все это контролировать заказчику, комитету дорожного хозяйства очень трудно. И одновременно это тянуть невозможно. Мы в 2014 году по чуть-чуть урезали с других районов муниципальных образований субсидии и перераспределили их на другие районы. Иравский, Дегорский и Донский районы по данным статуправления не соответствовали дороги муниципальные практически на 80-90%. Поэтому мы начали с этих районов и дополнительно, помимо того, что вот были перераспределены и увеличены субсидии, мы им еще дополнительно из каких-то сэкономленных средств перекидывали в районы. Там тоже подрядчики отработали, хочу сказать, и поблагодарить очень хорошо, и финансирование в полном объеме еще не получили. С ними тоже также комитет договаривался и с администрацией, так как мы выделяем, а заказчикам все равно остается муниципальное образование, но мы со своей стороны в новых соглашениях прописали уже вот эти условия в плане контроля тех субсидий, которые мы выдаем, потому что в некоторые районы мы увеличили практически даже и в 5, и в 7, и в 10 раз. И на сегодняшний день мы видим результаты и в Дегорском районе, и сколько отремонтировано муниципальных дорог и в Иравском, и в Ордонском, это в 2014 году. А что вы планируете сделать в этом году? Какие будут положительные изменения? В 2015 году мы уже больше будем выделять Мазовскому району, Пригородному району и Кировскому. Вот именно вот такую методику одобрил правительство. И в 2016 году мы хотим Правобережному району увеличить потом субсидии и Алагирскому. И потом уже в 2018 году можно даже основную львиную долю дорожного комитета сосредоточить на нашей столице нашей республики, Владикавказе. И я думаю, тогда будет результат. И так как я и говорил и ранее, что есть программа до 2020 года. Вот вы говорили о старых технологиях, инноваций в проектировании и в дорожном строительстве. Находят ли они место для реализации в нашей республике? Вот на данном участке нашли себе место, потому что здесь в Ордоне сейчас стоит немецкий завод, который производит очень качественную продукцию, асфальтобетон, который отвечает всем требованиям не только России, а всемирно признанный бренд. И вот на данном участке даже технологии производства асфальта были изменены. Здесь есть в асфальте специальные добавки, также гранитный щебень использовался по прочности, и покрыли его в 3 слоя асфальтобетона. На мосту были применены новые технологии тоже. То есть, без новых технологий сейчас нельзя, потому что в региональных дорогах мы их применяем в первый раз, а в федеральных они уже прижились, они уже себя оправдали. Спасибо вам большое за полезную информацию. Желаем вам удачи в ваших всех делах. Спасибо большое, удачи вам. На первом в этом году заседании правительства члены Кабмина поддержали учащуюся молодежь, утвердив льготы в размере 50% стоимости проезда железнодорожным транспортом на территории республики. По представлению Министерства труда и социального развития РСО Алании было принято решение о передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей, ранее находившихся у них в безвозмездном пользовании. Председатель Комитета по информационным технологиям и массовым коммуникациям Сослан Зансолов представил на рассмотрение проект постановления об утверждении плана внедрения универсальной электронной карты на территории республики на 2015 год. Универсальная электронная карта – это аналог удостоверения личности в электронной среде, безопасный и удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде. По заявлению граждан мы обязаны их выдавать. Вот как бывает заявление граждан, мы их выдаем, и на сегодняшний день это 1500.